Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Дяган Архан. Я гимназист 8 Б класса. Тема нашего доклада – изготовление предметов домашнего обихода с помощью компьютерных технологий. Актуальность нашей темы. Благодаря доступности трехмерного моделирования можно активно развивать производство различных предметов прямо на дому. Поэтому можно самим создавать и изготовить различные сувениры и предметы быта по необходимости и по своему дизайну. Цель проекта – спроектировать и напечатать на 3D принтере светильник и поставку для книг в национальном стиле. Задача проекта: знакомство с теорией по теме, выбрать наиболее подходящий вариант модели, разработать и реализовать этап проекта, определить форму, конструкцию будущего изделия, составить технологическую карту, создать 3D-проект светильника и поставка для книги и напечатать на 3D принтере. Гипотеза: печать предметов на 3D принтере позволяет за небольшую сумму обзавестись необходимыми предметами для себя или для друзей. А также можно создавать любую уникальную вещь с эксклюзивным дизайном при участии заказчика. Новизна исследования заключена в попытке показать о возможности самим создавать предметы быта в национальном стиле. Предметом исследования является создание светильника и поставка для книги. Методика исследования: изучение, сравнение и наблюдение. Мы изучали историю появления светильника. Светильники появились в жизни людей, наверное, вместе с огнем. В дальнейшем разнообразие осветительных приборов росло по мере развития общества. Жилища наших предков освещали наполненные чаши с горящим маслом, факелы, закрепленные на стенах, и, конечно же, свечи. Подсвечники и фонари со свечой внутри были главными типами светильников на протяжении многих веков. Затем появились разнообразные электрические светильники. 3D принтер – устройство, которое обрабатывает трехмерную компьютерную модель и на основании полученных данных строит объемный предмет. Вне зависимости от применяемой технологии, принтер отлично подходит для изготовления любых изделий, имеющих сложную форму. Благодаря этому трехмерному моделированию применяют в самых разных сферах, от строительства здания до создания стволовых клеток человека. Первое. Организационно-подготовительный этап. Основные параметры будущего изделия будут: электрический светильник должен быть функциональным и с якутским орнаментом. Во-вторых, электрический светильник должен иметь низкую себестоимость. В-третьих, изделие должно быть качественным и безопасным. Электрический светильник будет состоять из: первое, основу для светильника; второе, подставку, где будут закреплены повторы светильника и провод; третье, крышка светильника; и в-четвертых, декоративные элементы в национальном стиле. На крышке светильника мы сделали отверстие в виде орнамента КВР. Поставка для книги будет состоять из одного цельного предмета в виде лировидного орнамента КВР. Второе. Технологический этап. Первое. Выполнить эскиз светильника на бумаге. Второе. Создать 3D-модель светильника и элементы к нему в виде якутского орнамента. В-третьих, создать чертеж светильника и якутского орнамента. Четвертое. Напечатать на 3D принтере основание и крышку. В-пятых, собрать электрическую цепь и соединить ее с деталями светильника. В-шестых, склеить все детали между собой. В-седьмых, проверить качество соединения и работу готового светильника. Технологическая карта изготовления поставки для книги. Первое. Выполнить эскиз поставки на бумаге. Второе. Создать на программной системе 3D модель поставки в виде якутского орнамента. Третье. Создать чертеж изделия. В-четвертых, напечатать на 3D принтере. Лировидный орнамент. Самый популярный мотив в якутском орнаменте — лира. Это стилизованная конская морда. С этого орнамента начинается группа под символическим названием лировидный КР. Создание орнамента КР в программной системе Autodesk Inventor. Шаг первый. Якутский орнамент мы построили с помощью внешних и внутренних сопряжений, используя команды радиус и обрезков. Шаг второй. Выделили фигуру на орнаменте цветом. Используя команды обрезка
градиент, вытягивание. Шаг третий. Построили по эскизу поставку и крышку светильника, созданным 3D-моделью орнамента ковер. Сделали отверстие на крышке светильника. Поставку и форму смоделировал с помощью компьютерных программ. Форму решил выбрать цилиндрическую. Светильник будет красного цвета, так как этот цвет подойдет к любому интерьеру. Работа над этим светильником. Построение модели поставки для книги. Шаг четвертым. Чтобы сделать поставку для книги, мы воспользовались созданным ранее орнаментом ковер. С помощью команды смещения построили внутреннюю часть орнамента. Шаг пятый. Вытянули фигуру орнамента с помощью команды смещения и получили 3D-модель орнамента. Готовая поставка для книги. Шаг шестой. Сделали наклонный вырез, использовав команду вычитания. Момент печати поставки для книги. Шаг седьмых. Напечатали на 3D принтере. Поставка очень удобно, стоит и смотрится красиво. Заключение. Предварительный расчет себестоимости светильника. Цена светильника в общем стоит 386 рублей 55 копеек. В заключение, таким образом мы пришли к следующему выводу. Первое. Печать на 3D принтере – это возможность получить уникальный предмет, который не только будет радовать глаз, но и будет полезен в быту. Кроме того, с помощью такой технологии заказчик принимает непосредственное участие в создании дизайна любого изделия. Во-вторых, мы создали по собственному эскизу светильник и поставку для книги и напечатали на 3D принтере. Поставленная нами цель – разработать и изготовить светильник и поставку для книги достигнута. Изготовленные нами изделия оригинальные, практически не требуют больших материальных затрат и нам очень подходят. Достичь поставленной цели мне помогли. Правильно сформулированная задача, конкретно подробно разработанный перечень требований к изделию, подробно разработанное планирование и тщательное проведение исследований. В-третьих, напечатанный предмет на 3D принтере будет стоить гораздо дешевле, чем купить аналогичные товары в магазине. Несомненно, приобретенные знания и умения будут использоваться в дальнейшем. Всем спасибо за внимание.